Кара Кызылсыры Актанарын Кубата 2025 года не может не вызывать легкую тревогу у его преданных поклонников. Картина во многом ощущается как своеобразное подведение итогов всего кинематографического пути режиссера. А нам, как его зрителям и большим фанатам, конечно же, хочется увидеть от кыргызского мастера авторского кино еще много новых работ. Темы фильма, персонажи, да и вся атмосфера словно подводит некую логическую черту. И как же символично, что именно эта лента была удостоена главного приза в Шанхае на одном из самых престижных международных фестивалей класса А. Почему мы вообще отдельно подчеркиваем, что это фестиваль класса А? Потому что кыргызские картины нередко получают различные награды, но учитывая, что фестивалей в мире великое множество, объективная значимость приза тоже играет роль. В индустрии существует так называемый The Big Five – 5 самых престижных кинофестивалей, на которых мечтает победить любой режиссер. Каннский, Венецианский, Берлинский, кинофестиваль в Торонто, а также Санденс в США. Помимо них есть еще несколько международно признанных фестивалей высокого ранга, и шанхайский – один из них. Наш режиссер уже прежде выигрывал престижного серебряного леопарда в швейцарском Локарно, но главного приза фестиваля класса А удостаивается впервые. Давайте сегодня поговорим о том, как Кара Кызылсыры Актанарын Кубата получила международное признание критиков и стала одним из самых титулованных кыргызских фильмов в истории. И, как всегда, перед просмотром ролика настоятельно рекомендуем вам сперва ознакомиться с самим фильмом. В видео будут спойлеры. С вами, как всегда, редакция Терень. Давайте разбираться. Для начала давайте кратко остановимся на сюжете картины. В первых сценах нас знакомят с пожилой женщиной, которая направляется на микроавтобусе в баткенское село Гюксуу, везя с собой аккуратно упакованный ковер. Зачем она туда едет – загадка. Это такой по-своему айтматовский ход, когда история сначала приоткрывает перед зрителем лишь небольшой фрагмент, а затем уже ретроспективно рассказывает, как все к нему привело. Постепенно нам рассказывают, кто эта женщина и почему она возвращается в село. Как выясняется, когда-то там жила молодая пара – Кадыр и Ширин. Оба были по-своему несчастны в браке, хотя причины у них были противоположные. Кадыр несчастен, потому что не любит свою жену. Родители настояли на свадьбе, сосватали ему Ширин и попросту навязали этот брак. Более того, он был сыном табунщика, который занимался колхозными лошадьми, но после развала союза его ремесло оказалось никому не нужным, и Кадыр остался без работы, проводя дни в безделье и пьянстве с друзьями. Ширин же, напротив, любит мужа, и потому особенно остро переживает его безденежье, безволие и алкозависимость. Она ежедневно изводит его скандалами, срывается, угрожает утопиться и свести счеты с жизнью. Дополнительной болью для нее становится и то, что она уже который год не может забеременеть. По всей видимости, именно для того, чтобы изменить эту несчастливую жизнь, Рымдап в рамках местного обряда супруги решают соткать ковер, с надеждой, что он принесет в дом благополучие. Ткать ковер к ним приходит мастерица Турдугюль, чья слава как ковровщицы давно разошлась далеко за пределы окрестных сел. Для нее это не просто способ заработать. Ковроткачество для Турдугюль – это творчество, форма саморефлексии и способ разговора с миром. Ее ковры отражают внутреннее состояние, гармонию или разлад в семьях, для которых они создаются, а иногда замахиваются и на более крупные темы, например, на острую проблему жизни приграничных районов Кыргызстана. Турдугюль приходит каждый день работать во двор дома Кадыра и Ширин, и ее ковер становится свидетелем их бесконечных ссор, дрязг и взаимных упреков. Постепенно Кадыр и Турдугюль замечают, что между ними зарождается чувство. Кадыр начинает оказывать ей знаки внимания, а она отвечать ему взаимностью. Разумеется, это не остается незамеченным для Ширин, и во время каждой новой ссоры она все чаще бросает мужу в лицо подозрения и ревность. Кульминацией становится момент, когда Кадыр подговаривает своего собутыльника отвлечь старушку, у которой живет Турдугюль, и устраивает с ней свидание. Об этом узнают односельчане. Все трое оказываются в кавычках опозорены. Для кыргызов, как мы знаем, главное слово – это уят. В ярости Ширин обрезает нити еще незавершенного ковра, волочит его по земле к дому Турдугюль и требует, чтобы ту выгнали из села. Кадыр ищет ковровщицу и спустя неделю находит ее уже в другом доме, за новой работой. Он предлагает ей выйти за него замуж и обещает ее осчастливить, но получает отказ. В следующих кадрах мы видим, как Кадыр продает своего любимого коня и вместо него покупает корову. Именно этого хотела Ширин.
Она все же беременеет, Кадыр, по-видимому, бросает пить и в целом смиряется со своей судьбой. В финальной сцене раскрывается, что пожилая женщина из первых кадров – это и есть Турдугуль, приехавшая спустя десятки лет на похороны Кадыра и решившая все-таки завершить когда-то начатый ковер и отдать его Ширин. Когда перед нами разворачивают его завершенную версию, мы видим на нем черное, красное и желтое, те самые цвета, вынесенные в название фильма. Если же переходить к анализу картины, то первое, что нужно отметить, это, конечно же, название фильма. Лента разделена на 3 части и представляет из себя триптих. Актан Арымкубат в принципе любит триптихи. Вспомнить 2 его кинотрилогии «Селкинчек, Бешкемпир, Маймыл» и вторую «Светаке, Кентавр и Эсимде». Тут точно так же. Картина состоит из 3 частей, разделена 3 цветами – черным, красным и желтым, а также 4-я часть, в которой объединяются все цвета. Она так и называется – Кара Кызыл Сары. Разделение это, конечно, довольно условное. Вряд ли можно сказать, что без этих обозначений фильм бы воспринимался принципиально иначе. Это скорее очень условная символическая граница. Давайте послушаем объяснение самого режиссера о том, что для него означают эти цвета. Кара негизи бул оймолордо эркектин анан жердин өңү болуп эсептелет экен. Эркектики болбосо дагы жерди да эми баягы кара деген өзү негизи чоң деп эметет, күч деп анан ошол. Кызыл болсо бул сезимдин, сүйүүнүн өңдөрү. Сары болсо эми бул ар кандай интерпретациясы бар. Мисалы бул мурун Советтер Союзунун убагында сарыны цвет разлуки деп койчу. Баягы ажырашкандын түзү деп койчу да. Бирок тиги батыш философиясында болсо, өңдөрдүн философиясында бул сен жашоону түшүнө билгенде, сүйүүнү түшүнө билгенде сен бир бийиктикке жетет экенсиң, анан кийин күндөй болгон сезимдер келет деп, күндүн өңү дейт экен да. Анан ошентип чечмелей берсе болот. Анан бул негизи Баткендин килемдеринде 2 түздөн жасалат экен, кара кызыл. Анан кийин дагы бир 2 түз ак кара. Эми ак кара илгерки кийиздердей болуп, анткени койдун жүнүнөн жасалат, анан ак, анан кийин эме бул эми баягы натуральный цвет деп коелучу. Кара кызыл болгондо эми мен ошентип өзүм трактовать этем да, бул эми сүйүүгө жетпесе дагы, бирок ошо сүйүүнүн ыйыктыгын билип, анан өзүнүн өңүн алып келет. Баткендин килемдеринечи баягы өңдү алып келет десе болот да, анткени сарыны бул эми баягы өзүнүн сезимдерин бергенге аракет кылат. Ошон үчүн баягы финалда килемди жайганда ошол 3 өңдү көрөбүз: кара, кызыл, сары деп. Как вы видите из его объяснения, баткинские ковры обычно состоят из 2 цветов – натуральный бело-черный, либо черно-красный, который Турдугуль изначально и планировала соткать, но в конце добавила в него еще и желтый – цвет разлуки и осознания, цвет компромисса и мудрой, осознанной любви, умеющий не только сгорать и сжигать все в борьбе за свои чувства, но и умеющий отпускать любимого. Этот ковер, посвященный семье, видел все их склоки, скандалы и ссоры, пережил то, что Ширин его порвала и в пыли приволокла домой к Турдугуль. Он видел всю короткую историю отношений этой троицы, а также сохранил в себе на протяжении десятков лет пронесенные ею глубокие чувства. Откуда мы знаем, что ковровщица сохранила в себе чувства, а не просто привезла ковер в финале картины, чтобы закрыть для себя гештальты? Об этом говорит сам Актан Арымкубат. Деп ойлойм, көрөрман ошону түшүнөт болуш керек. Бул сүйөт, бул жакшы көрөт. Бирок ошол булардын жашоосун бузбайын деп өзүнө керек болсо мындай курмандык чалат да. Анан эми белгисиз, бирок менин оюм боюнча бул ошо ойдон Кадырга окшогон эч кимди тапкан жок. Бул турмушка чыккан жок. Анан кийин эң аягында ошол жанагы килемди алып бараткан себеби бул ошол жанагы өзүнүн бир күндүн нурундай болгон бир сүйүү сезимине таазим кылып, киши дүйнөдөн өтүп кеткенин билет, анан ошо бир коштошуп калайын, кечирим сурап калайын деп ошентип барат да. Да, справедливости ради, у фильма 2 сценариста. Картина основана на произведениях Топчугуль Шайдуллаевой, и она сама приложила руку к работе над сценарием. Но мы все же, вероятно, имеем право ссылаться на трактовку одного из сценаристов.
В первой, черной части фильма, мы видим беспросветную бытовуху и тусклую, тяжелую повседневность главных героев. Жизнь всех троих лишена красок. Кадыр словно зомби, проживает свою жизнь бесцельно и без какого-либо стимула, ведомый лишь желанием выпить. Ширин не знает, как экологично выразить свою усталость от такой жизни и постоянно срывается на мужа в бессильном исступлении. А Турдугуль с 13 лет ездит по разным домам, конструируя для них ковры, также проживая жизнь без любви. И вот в эту бесцветную реальность вдруг врывается чувство. Последние кадры первой части – это рождение любви в сердце Турдугуль и Кадыр, скачущий по дороге, переполненный новым для себя внутренним состоянием. Во второй, красной части, мы наблюдаем сам период влюбленности. Оба понимают, что их чувство запретно, но уже не могут ему сопротивляться. Турдугуль начинает краситься и прихорашиваться, Кадыр открывается ей и рассказывает о своей жизни. Все это заканчивается трагедией. Односельчане узнают об их связи. Ширин приходит в дом старушки, у которой живет Турдугуль, и обвиняет ее в том, что она приютила ковровщицу, и значит, тоже виновата в произошедшем. Старушка не выдерживает ее слов и в тот же день умирает. В последних кадрах этой части мы видим черный ковер, на котором старушка завещала себя похоронить, и желтое покрывало на ее теле. Черное и желтое, но, что показательно, без красного, без цвета страсти и необузданного чувства, которое и привело к трагедии. В третьей же, желтой части фильма, мы видим персонажей, остепенившихся и идущих на компромиссы. Турдугуль, с 13 лет посвятившая себя чужим историям, а не своим собственным, ткавшая всю жизнь ковры для других и в этот очередной раз выбирает счастье других, решив не разрушать чужую семью. Кадыр решает, что хватит уже с него мучить окружающих и смиряется с тем, что будет жить в нелюбви, но зато с чувством выполненного долга. Показательно появление еще одного персонажа – старушки, приютившей Турдугуль. Из-за безработицы и проблем на границе все жители покинули село, доверив бабушке ключи от всех домов, и она одна осталась присматривать за ними. На ее стене висят фотографии бывших жителей, словно музей исчезнувшего мира. Эта женщина и есть чистый желтый цвет, носительница памяти, человек, выбравший жить ради других. Она наотрез отказывается продавать свой дом, потому что воспринимает это как предательство предков. И через ее линию очень тонко подсвечивается сложность жизни приграничных кыргызских сел. И вот таких вот вплетенных в сюжет тонкостей, смыслов и подтекстов всегда полно в работах Актана Арымкулата. Ковер в виде красно-желтого флага Кыргызстана, заметьте, еще с прежними развивающимися лучами. А вокруг флага на его границах черный тяжелый орнамент, символизирующий проблему на границах. Ну или дверь, как визуальный символ того, как Турдугуль все же решается не пускать Кадыра в свою жизнь и свой внутренний мир. Бул болсо шээрде дагы ошол эшиктин бул эми ортосунда эшик дагы образ өзүнчө. Эшик деген бул эми мындай мифология боюнча ошо кирип чыккан жер болуп калат. Ошол жерден киргизбей, эми өзүнө киргизбегендей болду, ички дүйнөсүнө, өзүнүн сүйүүсүнө киргизбей. Если же говорить о том, почему «Кара Кызыл Сары» вызывает ощущение подведения итогов, то дело, конечно, в совокупности всего – тем, персонажей и общей атмосферы. Мирлан Абдыкалыков, сын режиссера, снова играет в его фильме, но если в прежних работах он часто олицетворял свет, чистоту и движение, то здесь герой мечется в агонии, идет на сделки с совестью и в конце смиряется со своей участью. Впервые мы видим картину, в которой центральной фигурой становится не мужской персонаж, а женщина. Но и это не рождает ощущения обновления. Перед нами уже пожилая женщина, по сути, подводящая итоги своей жизни. Баткенская атмосфера с ее вечным нервом приграничья только усиливает общее чувство тяжести. Да и сама структура триптиха. Черная беспросветная жизнь, затем красный всплеск чувства и, наконец, желтое смирение, мудрость и компромисс. Воспринимается как итоговая формула. Ранее Актан Арымкулат отзывался о своем творчестве так. «Лента сделана по принципу кыргызского лоскутного одеяла «Курама Тушек». Мой фильм – единое полотно коллективной памяти кыргызского народа». И вот теперь он снимает фильм уже буквально о собирании этих лоскутов в виде кыргызского ковра. Разве это не выглядит как естественное подведение итогов того пути, к которому режиссер шел всю свою творческую жизнь? А тут еще и завершить этот этап можно так красиво, с фанфарами, с главным призом одного из самых престижных фестивалей класса А, словно подытоживая свою кинематографическую судьбу. Все как будто бы сходится и говорит: да, пора уходить. Но мы, как большие поклонники творчества, вероятно, величайшего кыргызского режиссера, очень надеемся, что «Кара Кызыл Сары» не станет последним заездом Актана Арымкулата, и что он еще не раз всех нас удивит. Огромная благодарность ему за тот вклад, который он уже внес в кыргызский и мировой кинематограф. А с вами, как всегда, была редакция Терень. Увидимся в следующих выпусках.